Ну что, поехали, посмотрим квартиру мою. Надо принять ее сегодня с приемщиком, с профессионалом. Посмотрим, какие косяки выявят. Поехали. В каком состоянии у нас тут все. Так, посмотрели окна. Тут же все устранили. Сейчас проверим электрику. Проверяем, видимо, вентиляцию, да? Количество приборов здесь, я не знаю, сколько, больше 10, наверное, приборов для приемки. Да, всем карманам. То есть одним уровнем здесь не ограничивается, само собой, и молоточком, как видите, здесь много чего интересного. И каждый раз это все оборудование обновляется. Тут даже для этого дома пришлось не пробилы использовать, а двухметровый уровень. Так, вот сейчас двухметровым уровнем проверяем все откосы, стены, углы. Угу. То есть когда ровно, то лучше. Ровно Практически идет угол. вертикально. А вот у нас что творится? Да. Здесь. Ну, Вот, елки-палки. то есть, если смотреть уже еще уровень, То рука пролазит. вот, да. Они как будто без уровня просто так сделали. Вообще не понимаю, да, чем работали. Да. Такая же история. Сантиметр почти, да? Больше, сантиметра полтора-два. Ну вот же. Угу. Верхний луч уже наверху, а здесь еще середина стены. Ну, хоть это стена. Нет, тоже немножко. Нет. Вот эта сторона вот более-менее. Да. О, пустая стена. Вся стена отслаивается. Такой вот уклончик. Да. Так, санузлы проверили. Здесь то же самое на кухне у нас контур-уклон. Не контур-уклон, как он там называется, неровность стены. Вот есть квартиры, где вот так. Совершенно разные плоскости. То есть эта стена так, эта стена так. Поехали. Так, наружная дверь, внутреннее наружное полотно без механических повреждений, замки в раму не упираются, открываются, закрываются, дверь фиксируется в 90 градусов, фиксируется в 45, отклонений по вертикали нет. Глазок также функционирует. Два контуруплотнительных резинок, все на месте, без повреждений. Щиток с автоматами. Все автоматы подписаны, во всех розетках напряжение есть, заземление корректно подключено, защитное устройство при утечке тока также срабатывает. В ванной вот у вас выведен кабель. Это у нас заземление. Если будете стальную или чугунную ванну устанавливать, нужно будет подключить. Если акриловая, то можете не подключать. На кухне выведена коробочка. Это у нас розетка под варочную панель. Сюда подключаем электрическую или индукционную панель. Все на этом. Здесь у нас идет автомат на 40 ампер и повышенное сечение провода. Поэтому отсюда желательно не разводить разводку, сюда подключать только плиту. Горячий-холодный блок снабжения, канализация. Запор на арматуру. Параллельно открыто, перпендикулярно закрыто. Фильтры грубой очистки, регуляторы давления, узлы учета. Фильтры периодически, хотя бы раз в несколько лет надо прочищать, особенно если чувствуете, что давление упало. Но чаще всего забивается у тех, кто любит рыжую воду через себя прогнать все. Ну, да. Вот. Регуляторы давления можно регулировать уже на конечном потребителе давление. Учет. Здесь у нас расположен ревизионный люк, устанавливается каждые 3 этажа. Там раз ваш этаж.
Действительно, ревизионный именно на моем. Да, 2 этажа вверх, 2 этажа вниз, его нет. Угу. То есть он каждые 3 этажа останавливается. То есть нужен доступ там постоянно. Ну, желательно оставить, но в принципе 13 этаж, вероятно, что будет засор очень маленький. Чаще всего на первом этаже где-нибудь, либо в подвале в повороту застревает. Вывод водопровода у вас идет с соседнего помещения сюда, и отсюда вам нужно будет разводку делать и выводить водопровод на кухню самостоятельно. А вот канализация здесь зашита, она есть. Угу. То есть здесь только канализация выходит. Да, воды нет, получается. Да. Крышки вообще там, по-моему, и канализации нет. По отоплению. На одном радиаторе есть полукрасочное покрытие, и отклонение по горизонтали нужно будет перемонтировать. По остальным радиаторам замечаний нет, технических повреждений нет, следов протечек нет, но систему отопления еще не запускали, поэтому внимательно. Сейчас, когда подадут отопление, нужно будет поглядывать, как бы не побежало или еще что-то. Угу. Так, по вентиляции 3 канала, 1 в санузле, 1 в ванной и на кухне. Тяга около 1 метра в секунду, на кухне полметра в секунду. Вентиляция, в принципе, все хорошо, поскольку но учитываем, что вентиляция работает только тогда, когда есть приток воздуха. Нет притока, нет оттока. Поэтому у нас установлены приточные клапана. Есть фильтры, в пыли, в пуху, периодически снимаем, моем. Ну и желательно устанавливать не вниз, чтобы она постоянно в пол не воздействовала влажный воздух, а вот так. Потому что холодный воздух у нас заходит в газообразном состоянии, дует сюда от радиатора, теплый воздух также в газообразном состоянии вверх, они при смешении быстрее согреваются, ну и циркулируют. Поэтому вот так будет правильнее, чем вниз. Воздух просто на скорости пролетает сквозь радиатор, он не успевает согреваться. Ну, вот в зимний период это хорошо видно на тепловизионном осмотре. Поэтому лучше вот так держать. И опять-таки клапана лучше держать чаще открытыми, чем закрытыми. Должно быть смешение воздуха, чтобы микроклимат был хороший.